Добрый день, меня зовут Иванова Руйдана, я ученица 9 класса Черепчинской республиканской спортивной школы Олимпийского резерва имени Дмитрия Петровича Коркина. Тема нашей работы – изучение особенностей этнопедагогики в японских и якутских семьях. Актуальность работы. Будущее нации всецело зависит от воспитания подрастающего поколения, от сохранения языка, культуры и традиции. Цель работы – исследование особенностей этнопедагогики в японской и якутской семье. Задачи. Первое. Теоретически осмыслить воспитание детей на основе исконно семейно-бытовых традиций. Второе. Изучить специфику воспитания детей на основе традиций семьи и быта и народа Саха и у жителей Японии и на их основе сделать анализ. Третье. Исследовать метод воспитания в современной якутской семье. Гипотеза работы основана на предположении, что система методов воспитания у народа Саха и японцев во многом очень схожа. В ходе исследовательской работы мы применены следующие методы. Теоретический анализ научных трудов по педагогике, исследовательская беседа, статистическая обработка данных исследования и социологический метод исследования как анкетирование. Свою исследовательскую работу мы начали с теоретического анализа трудов первых исследователей Якутии Линденау и Бидендорфа, описавших традиции семьи и быта, нравов и верования народа Саха. У важной роли этнопедагогики мы в основном опирались на работы Правиной, Романовой и Конечниковой. Об особенностях воспитания в японских семьях мы узнали из работ востоковеда, писателя-публициста Овчинникова и из статей электронного журнала Japan Journal под редакцией доктора исторических наук Дмитрия Стрельцова. После того, как мы познакомились с теоретической частью нашей работы, мы приступили к исследовательской части. Во-первых, чтобы выяснить особенности воспитания в современной якутской семье, мы попросили поделиться с опытом воспитания у родителей нашего 9 Б класса. Вот некоторые отрывки из записей наших бесед. Как мать, постоянно ставлю на первое место роль отца. Он для них главный авторитет. Как жители сельской местности, мы все имеем подсобное хозяйство, и наши дети – это наши помощники. С детства они понимают, что все это молоко и мясо получается из тяжелого физического труда. Наказывать ребенка мы считаем какой-то дикостью. Все проступки ребенка мы решаем на семейном совете. Не помню, что меня как-то физически наказывали за какие-либо проступки, просто делали устные замечания. Участие приняли 6 родителей класса, и по итогам бесед мы поняли, что трудовое и демократическое воспитание являются доминирующими в этнопедагогике современной якутской семье. С целью глубже узнать опыт воспитания детей в современных семьях мы провели анкетирование среди родителей в WhatsApp-группах научного руководителя Владимира Николаевича. Анкетирование прошло через Google Forms, бесплатный сервис для создания и публикации опросов. В опросе приняли участие 26 родителей, средний возраст которых составляет 35 лет. По итогам анкетирования можно прийти к выводам, что в современной якутской семье сохраняются те же методы и средства воспитания, которые были и у наших предков. После таких методов исследования, как анкетирование и записи от родителей, мы стали делать сравнительный анализ. Как оказалось, методы и средства во многом очень схожи. Первое. Трудовое воспитание с детства. Ребенок с малых лет имеет свои обязанности по дому. Второе. Физическое наказание и грубость. В отношении детей почти отсутствует. Основным методом воздействия на ребенка считается беседа на социальные нормы, то есть ребенок с малолетства узнает, что можно, что нельзя. Третье. Роль отца стоит на первом месте. Отец, он патриарх, он символ единства семьи. Есть и расхождение в воспитании. В японских семьях детей учат быть частью большого коллектива. Там слово «независимая личность» называется у японцев представление о человеке эгоистичном, не умеющем считаться с другими. Индивидуализм же считается холодным, сухим и бесчеловечным. А в наших же семьях учат индивидуальности с детства. Дается установка, что не надо слушаться других, делать то, что нужно тебе самому. Воспитание детей является одним из главных приоритетных задач японского общества. Этнопедагогика японцев вызывает удивление, восхищение, иногда и недопонимание, но не оставляет равнодушными. Все это и привело к мотиву нашей работы. В ходе исследовательской работы по этнопедагогике двух наций были проведены работы по записи и анкетированию. Таким образом, наша гипотеза о том, что в этнопедагогике двух совершенно разных наций есть очень много сходных позиций, подтвердилась. В будущем планируем дальше углубить работу. Спасибо за внимание.